Поликлиники в поселениях Нерюнгринского района не будут закрывать, несмотря на требования федерального закона. Об этом во время отчета правительства Якутии сообщила замминистра здравоохранения Людмила Вербицкая. Население также интересовали проблемы ЖКХ, переселения из аварийного жилья и социального обеспечения, рассказывает Надежда Акимова. Первыми, с кем провели встречу представители республиканской власти, стали жители поселка Чульман и села Хатыми. В Доме культуры «Юность» послушать отчет правительства и задать свой вопрос собралось большое количество людей. Мест хватило не всем гражданам, и часть присутствующих все же выслушала отчет в прямом смысле на ногах. Вопросов было множество, и это неудивительно, ведь поселок Чульман и село Хатыми – одни из старейших населенных пунктов района. Экстренное оказание медицинской помощи стало одним из первых вопросов жителей. Скорую помощь прождал почти 3 часа. По той простой причине, что сокращена сама скорая помощь. Сокращение произошло. Почему? Но данная тема оказалась одной из множества, касающихся сферы здравоохранения. Чульманцы подняли вопрос о закрытии кабинета протезирования и местной поликлиники. Кабинет протезирования действительно закрыли, и теперь жителям этих поселений придется за оказанием данных услуг ездить в город Нерюнгри, так как данный вид медицинского обслуживания не попадает в перечень бесплатных услуг. Хотелось бы отметить, что согласно российскому законодательству в поселениях с численностью менее 10 тысяч человек население обслуживает только один участковый врач и 7 медицинских сестер. Но правительство республики не идет по пути федерального стандарта и за счет республиканского бюджета сохранят в поселениях Якутии поликлиники и ставки узких специалистов. Мы не участковые больницы, не ФАПы, не вот такие больницы, как Чульманская, мы их не сокращаем, а мы стараемся все-таки поддерживать и наоборот как-то наращивать, чтобы была интенсивность и, конечно, чтобы было прежде всего качество оказания медицинской помощи. Многие присутствующим не понравился новый способ отчета правительства. Вопросов и пожеланий было много, и за четко отведенное время встречи не все вопросы были заданы и, соответственно, не все ответы были получены. У нас в Хатыми там 200 человек, по-моему, насколько я помню. И поэтому, да, тоже бы надо, потому что там не каждый может поехать сюда. Не в одном поселении. Должно кругом быть. Люди должны знать. Это правильно сказать, близко воспринимается, наверное, и видится так со стороны, вот, например, как в Чульмане, не видит жизнь нашего поселка. Но, несмотря на неудобства, жители этих двух поселений получили ответы на часть важных вопросов. Тем более, буквально через 10 дней им придется выбрать главу поселения, который возьмет на себя ответственность за судьбу этих населенных пунктов на ближайшие 5 лет. Надежда Акимова, Симон Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.